сыновей, которые выросли в свободной семье. Они говорят, у нас дома все экспериментировали, резали что-то, творили что-то, мы не запрещали, потому что он пробовал. Мы им давали веру. Мы верим, что из тебя получится хороший человек. Давай, пробуй. Мы не даем детям шанса экспериментировать. Например, маленьким девочкам мы не даем материал, чтобы они отрезали и сшили платье. Ну-ка давай, попробуй. Почему мы так не говорим? Ай, тебе интересный материал, мой дорогой, там бабушка подарила, или там моя свекровка дарила и так далее. Китайского материала столько на базаре много, да? По полметра купите и дайте. Пусть, может, она будет технологом, модельером. Правильно? Сыновьям своим дайте гвоздь. Ну-ка, давай стульчик сделай там. Пусть он там первый раз в руку попадет. Ничего страшного, второй раз так. Почему важно было в советское время уроки физкультуры, труда, музыки и ИЗО? Потому что это все прививает к любовь к искусству, да, приближает нас к красоте. Рисовали дети акварелью, все это все красота. Труд — это что-то они сами делали. Помните, мы сами учились в школе по труду фартуки шили. Мы с такой радостью: мама, я такой фартук шила, посмотри. У нас такая радость была. А сейчас нету специалистов по урокам труда. Мы их всех, что? Не нужна эта профессия. Мы всех сократили эти все уроки. Правильно? Нет учителей, специалисты есть, они все ушли. Часов очень мало, зарплата маленькая, и никто не остается в школе. Вот 4 предмета были самые основные в наше советское время. Одна вера мамы, знаете, чего стоит? Я вам расскажу одну историю. Жил-был маленький мальчик, он пошел в 1 класс. Через неделю он приносит маме письмо и дает маме. Мама открывает письмо и говорит: ну, откуда ты? Ты из школы, мама, тебе передали. В сентябре месяце только через неделю отучился мальчик в 1 классе. Мама открывает это письмо и читает. И начинает реветь, плакать. Сын пугается, говорит: мама, что случилось? Что там написано? А я сейчас зачитаю, вытирает слезы и читает. Ваш сын гений. Мы не можем обучать его в этой школе. У нас нету таких учителей. Обучайте его сами. Проходит очень много лет. Этот уже взрослый вполне мужчина. После смерти матери смотрит в архиве, находит это письмо и читает. Он с радостью: о, тут же было написано, что я гений, ну-ка прочитаю. И открывает и читает. А там было написано: ваш сын умственно отсталый. Мы не можем его обучать в нашей школе, поэтому обучайте его сами. Вы представляете, мама скрыла. Мама сказала: ты гений. Я верю в тебя. Покупала все книги, что было. И этот мальчик оказался Томасом Эдисоном. Вот эти все лампочки, его открытие, микрофон, диктофон. 180 открытий он сделал. Вот ребенок, которого считали слабоумным. А мы что делаем, матери, в данное время? Молодые мамаши уже ребенка с детства, что мы делаем? Ты дурак, ничего не можешь. Вот это все негативные, плохие слова убивают ребенка. Все способности его. Почему Чингиз Айтматов все время затрагивает такие проблемы? Манкуртизм. Он в то время писал, никто его не понимал. Сейчас уже сколько детей манкуртов, да? Вся связь с космосом, он до сих пор во всех произведениях это есть. Весь негатив, о котором мы говорим, все поднимается и возвращается нашим детям. Из уст матери должны только исходить хорошие слова. Только хорошие слова. Мы должны видеть, только замечать, только хорошие поступки своих детей. А мы что делаем? У нас столько негатива, столько негатива. Мы